Здравствуйте, дорогие друзья! На телеканале НТС Sport World Taimash Federation турнир в Джалалабаде, последняя часть, и мы сегодня посмотрим самые крутые бои этой стадии. Собственно, на ваших экранах Кайрат Мусаев прямо сейчас объявит следующую пару. Весовая категория 77 килограмм, роста 74 сантиметра. Победитель по боевому самбо, турнир Альянс. Кандидат мастера спорта по боям без правил. Команда Келечек, он-офф. Тренер Курманбек Кокчугус. Уроженец Джалалабадской области, Базар Кургон. Ему 29 лет. Встречаем. Аураз Ахматов, и его соперник, весовой категории 77 килограмм, рост 182 сантиметра. Чемпион Узбекистана по грэпплингу. Команда Мангуст. Тренер Тугизбаев Мансур. Ему 28 лет. Уроженец Узбекистана Фергана. Камалдинов Ислам! Бойцы в середину. Поприветствовать. Запрещается бить затылок, позвоночник, лобовой паха. За шорты, за сетки не хватает. Пока есть хороший бой. Удачи, бой, полу. Ну и первый бой вечера. Амдраз Ахматов, курсант Пек против Камалдинова Ислама. Собственно, все готово к противостоянию. Первый раунд. Поехали. У микрофона Дидар Есемов. Вы смотрите телеканал НТС Спорт. ВЕФ Про Файт в городе Джалалабад. Давайте понаблюдаем бой в весовой категории 77 килограмм. Очень интересно понаблюдать кыргызско-узбекское противостояние. Ислам сейчас к нам спиной хорошо попадает, и похоже это нокаут. Ох, как же круто встретил Камалдинов своего оппонента. Я думаю, курсант Пек не ожидал такой резкости и резвости от парня, которому 28 лет, и все-таки выглядит таким здоровым и не самым поворотливым. Тем не менее, Камалдинов шикарно встретил. И это абсолютный нокаут. Сейчас главное, чтобы со здоровьем у Курсанбека все было нормально. Вот вроде бы безобидный выпад. Мидл кик, кстати, хай-кик, который также в воздух. И тут Амдраз Ахматов предпринимает выпад в сторону оппонента, где ему сразу же в челюсть прилетает удар, и, собственно, до свидания. Да. Вот так начинается наш первый выпуск. Вы просто посмотрите на этот удар. Как же круто попал Камалдинов Ислам. Ну, браво. Браво. Что ж, поздравляем узбекского спортсмена. В первом бою выиграл нокаутом. За 26 секунд нокаутом победу одержал Камалдинов Ислам! Да, за 26 секунд разобрался с Амдраз Ахматовым курсант Пеком. Пожелаем Амдраз Ахматову здоровья. Ну, а мы переходим к следующему бою. Боец весовой категории 61 килограмм. Его рост составляет 165 сантиметров. Мастер спорта по вольной борьбе. Команда Мангуст. Тренер Тугизбаев Мансур. Ему 27 лет. Уроженец Узбекистана. Наманган. Встречаем Эгамов Атхарджун! И его соперник в красном углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 174 сантиметра. Чемпион города Бишкек. Финалист международного турнира по грэпплингу Токмок. Чемпион Аматерс WF. Кубок президента WF. Команда Файтер Кенджи. Тренер Кенджибек Шекиров. Уроженец Джалалабадской области Аксы. Ему 20 лет. Встречаем Эргешев Руслан! Бойцы в середину. Приветствую. Напоминание правила. Запрещается бить затылок, позвоночник, лобовой паха. За шорты, за сетки не хватает. Пока есть хороший бой. Удачи, полу. Ну и, собственно, второй бой. Ильхамов Атхарджон против Эрмекова Руслана. Руслан является местным воспитанником, уроженцем Джалалабадской области. Весовая категория до 61 килограмма.
Ахтырджон чуточку пониже, но немножко так пошире выглядит. Первый раунд. Справа в синих трусах. Подготовиться. Ну и Руслан против него. Посмотрим, кто же окажется победителем на сей раз. Предыдущий первый бой закончился очень быстро, за 26 секунд, если я не ошибаюсь. Ислам разобрался со своим оппонентом. Как будет сейчас? Ну, пока примеряются и уже полминуты потратили на то, чтобы как-то привыкнуть к клетке, немножко поразмяться, побегать, посмотреть друг на друга. И кто же первый начнет предпринимать активные действия? Да, Ермеков пока выжидает моменты. Вот вроде бы неплохая двоечка, но Ахтырджон сразу же все переводит в партер. Хотя и в этой ситуации Ермеков мог выйти победителем. Но сейчас Ильхамов сверху и начинает доминировать позиционно над своим оппонентом. Овалился неплохо. Ну и стараются сейчас связать друг друга. Руслан работает в защите. Повязал ногами оппонента. Руки тоже под его контролем. И, в принципе, в такой ситуации Ильхамову тяжело что-то предпринять. Пытается он сейчас свободной рукой как-то разминать соперника. Пару ударов все же прошло. 2 секунданта. Остальные от октагона отходим. Я сказал отходим, либо минус балл вашему бойцу. Да, собственно, сейчас Псаев предупредил секундантов. Максимум 2 секунданта в углу, и возле октагона стоять нельзя. Зачастую на вот таких ивентах подобными правилами многие пренебрегают, но не стоит. Все-таки, мне кажется, все должно происходить честно. И в этом смысле, конечно, Федерация World Entertainment делает все для того, чтобы бои были максимально честными. Смотрим дальше. Руслан в глухой защите. Интересно, что придумает. Здесь нужно как-то извернуться, вывернуться и попытаться перевести бой в другое русло. Пока Ильхамов сверху. Да, он тоже ничего не может сделать, но время от времени теряет концентрацию Ермеков, и тогда удары проходят. Советуют сейчас секунданты развернуться, вывернуться из этой ситуации, выйти. Но вот это довольно больно. Пошли удары по ребрам, по почкам. Вот очередная попытка от Руслана выйти из этой ситуации. Неудачная, прямо скажем. А вот здесь вроде бы получилось. Но неплохо реагирует узбекский спортсмен. Здесь двое лежат на спине. И браво, Ермеков Руслан быстрее среагировал. И теперь уже он в позиции нападающей. Ой-ой-ой, пытался забраться на оппонента, не удалось. Так визуально Ильхамов, кажется, как будто бы весит чуточку побольше. И эта разница в росте сказывается. 165 сантиметров Ильхамов и более такой централизованный, что ли, сбитое тело. Ох, серьезный удар пропустил. Нужно продолжать вязать. Да, почти весь раунд находится на настиле бойцы. Но не сказать, что это скучно. Все-таки максимально стараются выжать из этого пользы ребята. Последние 10 секунд первого раунда.
очередной раз неплохо попал Атхарджон. Закончился первый раунд. Ну и, собственно, первый раунд подходит к своему концу. Да, стоит отдать должное Ильхамову. Первый раунд он отработал на ура. Подготовиться. Давайте посмотрим моменты. Юркулов Джахангир. Да, это самый старт первого раунда. Первая минута. И пляски в клетке без особых активностей. И вот он, первый выпад в ноги, после которого, собственно, все у нас перешло на работу в партере. А вот здесь, казалось бы, неплохо вывернулся Ермеков, но затем Атхарджон встал, подскользнулся, упал, и пошли такие, чуть ли не школьная драка здесь. И из этой ситуации Руслан вышел победителем. Бойцы в октагон. Но в целом смотрелся слабее Бойцы в октагон. в первом раунде. Посмотрим, что придумает к раунду под номером 2. Опять-таки есть небольшие осадки и, возможно, настил тоже скользкий. Хотя после каждого боя старательно протирали этот самый настил. Второй раунд. Поехали. Бойцы поактивнее. Да, действительно. Нужно действовать чуточку активнее. Вот, пошел в атаку Ермеков. Но вновь все переводит в партер узбекский боец. Атхарджон является мастером спорта по вольной борьбе и, конечно, в партере чувствует себя как рыба в воде. Ермеков тоже в этом смысле довольно опытен, чемпион города Бишкек по греплингу и определенный опыт имеет. Но мы видим, все-таки в партере уступает вольнику. Ой-ой-ой. Можно ли назвать это тейкдауном? Наверное, да. Все-таки своего оппонента над ковром, над настилом Ильхамов поднять сумел. Ну и кто те руки здесь вязать будет? Опять же, Атхарджон находится в куда более удобной позиции. Ермекову ни в коем случае отпускать нельзя. Нужно держать дистанцию, чтобы как-то не получить по морде. Связал руки. Ильхамову приходится тяжко. Завязан он сейчас глухо своим оппонентам. А вот здесь неплохо. Ох, по-моему, поймал ногу. Нет, все-таки выпускает в этой ситуации. Получил в лицо. Здесь удар с коленом. Так нельзя. Да, так нельзя бить. Сразу же рефери об этом предупреждает. Но, тем не менее, воспользовался этой хитростью. И сейчас вновь перешел в защиту Ермеков Руслан. Три минуты второго раунда практически истекли. Да, просят сейчас секунданты встать на руки, но тяжело Ермекову, тем более это уже конец второго раунда, точнее вторая половина, и силы-то не те, что раньше.
Хороший удар прошел от Харджона. И, похоже, вновь будет попытка поднять и исполнить тейкдаун. Нет. Действительно, оба встали. Отличная подсечка. Да, сразу чувствуется школа. Хороший борец Ильхамов. Очередной красочный момент подарил. Но, тем не менее, бой продолжается. Какого-то критического преимущества у узбекского спортсмена нет. И все еще Руслан Ермеков может перевернуть этот бой. Шли удары по затылку. Вновь попытка встать. На сей раз умудренный опытом Руслан Ермеков не предпринимает каких-то отчаянных попыток. Мы видим, что настил тоже скользкий. Да, накапало уже дождем. Ох, по-моему, попался на захват. Нужно изворачиваться. Молодец, Ермеков. Сумел выйти из этой ситуации. И поднялись за полминуты до конца второго раунда. Поднялись стойку бойцы. Оба выглядят подуставшими, но раунд определенно доработает. Вновь пошел в партер Руслан Ермеков. Мне кажется, зря он это делает. Здесь, конечно, соперник тоже ведет бой так, как ему нужно. Последние секунды второго раунда. Закончился второй раунд. И, скажем честно, опять второй раунд больше за Ильхамовым. Да, минута отдыха, после которой, собственно, решающий третий раунд. Мне кажется, Ермекову нужно придумать стратегию выигрыша в третьем раунде как-то досрочным способом. Он здесь пытался коленями пробить, но это так, для красоты. В итоге опять перешли в партер. Вот здесь была возможность взять ногу в захват, но Харджон из этой ситуации выкрутился. А вот это тот самый эпизод, где, да, ногами, точнее коленом в лицо, но так нельзя. И вот он, наверное, самый красивый момент второго раунда. Шикарная подсечка. Бойцы в октагон. Ну и, собственно, перерыв на этом окончен. Пора возвращаться. Подготовиться. Тюмен Улу Русланбек. Юркулов Джахангир. Третий решающий раунд. Клетка закрывается. И, собственно, после объявления рефери этот самый третий раунд начнется. Смотрим, то хватит ли умения, главное, силы Руслана Ермекова перевернуть этот бой с ног на голову в третьем раунде. Мне кажется, в партер все-таки переходить не стоит. И должны были сейчас и секунданты в этом смысле подсказать, что нужно побольше проводить, да, драку в стойке. Но мы видим, что удары не прошли. И сейчас опять в клинче находятся спортсмены. Да, часто включает Руслан колени, но все не туда. Пропустил пару ударов, кстати. Здесь сразу выпад в ноги, но опытный борец Ильхамов все прекрасно понял. Вот здесь красиво в очередной раз. Лежит уже Ермеков на настиле. Останавливает рефери, дает подняться оппоненту. Бой продолжается.
1,5 минуты прошли, и пока все в том же ключе. А вот здесь попадает Ермеков на встречной. Но опять-таки расположился в итоге на настиле не лучшим образом. Ильхамов своего добился, он вновь сверху и начинает бить. Но, похоже, удары по затылку запрещены, да? Решил поработать по почкам. Да, сейчас будет минус балл Ильхамову. Несколько раз предупреждали его о том, что нельзя бить по затылку оппонента. И посмотрим, взбодрит ли... Ой-ой-ой, здесь неплохо попал, но поймал ногу оппонента Ахтхарджон. Что дальше? Неплохо держит за руку. Нужно как-то болевой довести до конца. Хороший шанс для Ермекова. Сумеет ли вырвать руку? Похоже, что сумел. Похоже, что нашел возможность. Да, вот с этого ракурса отлично видно. Нужно продолжать давить. Ну вот, уже с такой ситуацией, конечно, тяжко. А Ильхамову, но он переворачивается и за счет рывка таки сумел свою руку в чуть более удобную позицию вытащить. Хотя, мне кажется, просто ракурс поменялся. Что продолжается борьба. Да, и все же выпускает Ермеков, понимая, что болевой не получился. Ох, а вот здесь попадается на удушающий прием, но нет. Ахтхарджон тоже не стал излишне активничать, хотя... Последняя минута третьего раунда. Да, страсти накалились до предела. Потому что слишком много людей у нас у октагона. Пора всех разгонять. И, собственно, знающие люди подошли, разогнали. Все правильно. 20 секунд. И опять в той же ситуации. Секунданттарға минус балл. Бой окончен. Ну и, собственно, заканчивается третий раунд. Да. Секунданты в пылу борьбы тоже слегка превысили свои полномочия. Они должны находиться в углу. Ну, собственно, минус балл секундантам. Интересно, какое решение примут судьи. Первые два раунда откровенно за Ильхамовым. Но вот третий раунд он проиграл. Это бесспорно. Ну и вот самый яркий момент третьего раунда, который... На награждение приглашается генсекретарь Федерации WF. Был не самым Даниэль веселым, но очень напряженный третий раунд. Да, узнаем совсем скоро. Действительно, первая интрига в этом выпуске. Кто же окажется победителем? Судьи единогласно. Да, ну и единогласное судейское решение. Победа отходит Ильхамова от Ахтхарджону. Все прекрасно видели и понимают. Первые два раунда он над своим оппонентом доминировал.
Осмон Улу Даниль. Что ж, довольно интересно начинается у нас третий выпуск VF Pro Fight из города Джалалабад. Сразу первых два боя выигрывают узбекские бойцы. Первый бой Камалдинов Ислам завершил вообще за секунд 20 ударом в челюсть, нокаутом. Ну а второй бой у нас сложился более ровный, ожесточенный в борьбе, и побеждает Ильхамов Абдхарджон единогласным решением судей. Ну и здесь по окончании боя, собственно, награждение и памятные фотографии. Что ж, а мы ждем третий поединок между Тумен Улу Русланбеком и Эркуловым Джахангиром. Бой весовой категории до 71 килограмма. Эркулов Джахангир. Не опаздывай, Бахтабар. Да, вы видели, что Тумен Улу уже находится в клетке. Эркулов Джахангир, возможно, не ожидал или слишком долго готовился. Все-таки турнир ответственный, и все стараются подходить к нему. Да, и мы видим, что вот он, Еркулов уже подошел к клетке, и совсем скоро бой начнется. По углам. Итак, справа от меня в боец в синем углу весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион Киргизии по WMMAA 2018. Тренер Аджибаев Санджар, команда M-Fighter. Уроженец Майлысу, ему 26 лет, встречаем Тумен Улу Русланбек. И его соперник в красном углу. Весовой категории 77 килограмм, его рост составляет 1,78 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда Мангус, тренер Мансур Тагизбаев, ему 26 лет. Узбекистан, встречаем Еркулов Джахангир. Ну и будет интересно посмотреть третий бой между кыргызским бойцом и бойцом из Узбекистана. Тумен Улу Русланбек должен сейчас за своих предыдущих двух соотечественников отыграться и показать крутой поединок. Последнее наставление, собственно, рефери сейчас ждет сигнала от боковых судей, и совсем скоро бой начнется. Весовая категория до 71 килограмма. Тумен Улу Русланбек является уроженцем Майлысу, Кыргызстан. Еркулов Джахангир, очередной подопечный Мансура Тугизбаева. Пошел размен в 20-й секунде первого раунда. И сразу же выпад в ноги, но здесь Еркулов неплохой, казалось бы, неплохой позиции был, захватил оппонент, но все-таки за голову не сумел. Всего лишь руку держит. Да, все быстро перевели на спартер. Но чемпион Кыргызстана Русланбек по ММА. Участник турниров VF Amateurs, если я не ошибаюсь. Довольно часто мы видели подобные эпизоды, когда один из бойцов держит оппонента вот так ногами, второй за счет этого пытается поднять и бросить на ринг, исполнить тейкдаун. Первый раз у
Еркулова получилось неплохо во втором. Не получилось. Сейчас отдает он руку. Да, и все же выкручивается из этой ситуации. Но мы видим, что Русланбек, несмотря на кажущуюся простоту и по конституции тела, собственно, не выглядит таким грозным, но своего оппонента изрядно помотал за эти 2 минуты. Еркулову Джахангиру приходится только лишь защищаться. Ох, вот здесь хорошо поймал на удушающий прием и сдается Джахангир. Все прекрасно понимая. Ну вот, собственно, браво. Поздравляем Туменулу Русланбека. Чуть больше, чем за 2 минуты удушающим приемом разобрался с узбекским бойцом. И можно считать счет 2-1. По крайней мере, по боям, которые проходят именно в этой трансляции. А в этом бою в первом раунде за 2 минуты 42 секунды удушающим приемом победу одержал Туменулу Русланбек! Приглашается Нургазулу Кайрат Мамадалиев Шахзод. Вот мы видим, дарят даже памятный кубок Туменулу за победу. Ну и, собственно, почетная медаль и диплом Еркулову Джахангиру. Все-таки на этой вечеринке он больше гость. А мы движемся дальше, друзья. 4-й поединок вечера. Нургазулу Кайрат против Мамадалиева Шахзота. Бой в весовой категории до 66 килограмм. Сейчас качающий голову в такт бита Кайрат Мусаев объявит бойцов. Вот узбекский спортсмен только-только подошел к октагону. На ваших экранах Кайрат Нургазулу. Отправляется он в синий угол. Молодые бойцы. Так, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 176 сантиметров. Чемпион Кыргызской республики по ММА Валет Худа. Победитель WF Selection 14. Победитель WF Pro Fight 19. Команда Тохтолу. Тренер Сабадахунов Хасан. Уроженец города Тохтолу. Ему 22 года. Встречаем Нургазулу Кайрат! И его соперник в весовой категории 66 килограмм, роста 73 сантиметра. Команда Мангус, тренер Тугизбаев Мансур. Ему 18 лет, команда Узбекистан. На Мангап встречаем Мамадалиев Шахзод! Поприветствую. Напоминаю правила. Запрещается бить затылок, позвоночник в область паха. За шорты, за сетки не хватает. Покажите хороший бой. Удачи. Ну вот, собственно, основные запреты. Сейчас напомнил рефери. В затылок, позвоночник и в область паха бить нельзя. Да, закрывается клетка. И начинается первый раунд противостояния Нургазулу Кайрата и Шахзота Мамадалиева. Шахзот очень молодой боец. Ему всего 18 лет. И в этом смысле, наверное, психологически все-таки проседать будет. Но нельзя сказать наверняка. Нургазулу 22 года, чемпион Кыргызской республики по ММА. Сам парень уроженец Токтогула.
Да, требует активности. Уже более полуминуты прошло. Подготовиться следующий парень. И как-то нужно раздумывать уже об атаке. Мы видим, что Шахзод старается сейчас работать на упреждение. Выжидает атаку оппонента. Ну а Кайрат уверен в себе. Хотя первый выход именно от узбекского спортсмена. Но не удается ему уронить оппонента. Вторая попытка. Здесь подсечку сделать, раз ты ногу берешь, но не получается. И что дальше? Прижались к углу октагона. Ну и пошла борьба. Неплохо поймал. Хороший тейкдаун. Но голову-то свою отдал Мамадалиев оппоненту. Очень неплохо держит в удушении. Да, просто шикарно. Продолжает душить. Но все же вырывается Мамадалиев, похоже. Нет, сдается. Сдается. Докрутил его оппонент. И поздравляем Нургазулу Кайрата с очередной победой. Вот, мы видим ту самую ситуацию. Хороший тейкдаун, но все же Нургазулу. За 1 минуту 56 секунд. Удушающим приемом победа одержал Нургазулу Кайрат! Выходит поздравлять Султаналиев Темирлан и Руслан Исраилов Кудермышев, Садурбек. президент Федерации World Таймаш. Памятные дипломы и медали этим парням. Собственно, и Мамадалиев Шахзод свой диплом и свою медаль за участие в этом турнире получает. Ну и, конечно же, памятная фотография. Да, отлично разобрался. И что ж, 4 боя в этом выпуске состоялись. И по итогам счет становится 2-2. Мы видим, что у Нургазулу небольшая травма. Прихрамывая, выходит он из октагона. Но будем надеяться, травма не самая серьезная. Да, вот в окружении уже своих друзей. И даже позабыл об этом. Хотя, я думаю, нога все же беспокоит. Что ж, ждем продолжения. Дальше еще один поединок весовой категории до 66 килограмм. Бой между Султаналиевым Темирланом и Исраиловым Сардарбеком мы с вами увидим. На сей раз парень из города Ош, Темирлан Султаналиев, против очередного узбекского бойца, чемпиона Узбекистана. Объявит этих ребят Кайрат Мусаев. Вот, собственно, оба уже в октагоне. Итак, справа от меня боец весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 180 сантиметров. Команда Алига. Тренер Бабуев Нурбек. Уроженец города Ош. Ему 22 года. Встречаем Султаналиев Темирлан. И его соперник слева от меня в красном углу. Весовой категории 66 килограмм. Его рост составляет 174 сантиметра. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Мастер спорта по кикбоксингу. Клуб Ахмат. Тренер Надыр Кадыров. Узбекистан, Ташкент. Ему 24 года. Встречаем Исраилов Садурбек. Пальцы в середину. Бойцы профессионал, правила знают. Покажется хороший стача.
Да, собственно, оба бойца профессионала. Не первый бой в карьере. Султаналиев, Тимирлан, парень, которому 22 года. Собственно, на пару лет старше его Исраилов Сардарбек, представитель ташкентского филиала клуба «Ахмат». Тренируется у Надыра Кадырова. Посмотрим. Узбекский боец в синих трусах. Султаналиев Тимирлан. Сейчас спиной к нам в черных. И стартовый выпад сразу же от Сардарбека. В 20-й секунде. В итоге он даже подскользнулся и сам себя уронил на настил. Прикольный прием сейчас использовал Султаналиев. Просто телом воспользовался, чтобы стукнуть оппонента об пол. Вот он, продолжается. Да. Ну, такая тактика. Даже не знаю, с чем сравнить. Тактика наковальни, да, какой-то. И в итоге он выиграл позицию в этой ситуации. Раскрывает ее полностью. Очередные удары отлично исполнил. Совсем не тушуется. Хорошо сейчас сжал, казалось, руку. Но все-таки Сардарбек вырывается. Да, здесь отгоняют секундантов. Нельзя подходить. Нужно стоять в собственном углу и наблюдать. Развернулся Исраилов. Опять-таки пользу это ему не принесло. Сам все прекрасно понял и возвращается на исходную позицию. Вновь подтягивает Султаналиев к краю октагона и продолжает рубить просто оппонента. Да, без шансов. Здесь уже не было сил вязать, защищаться. Сардарбек проиграл в этой ситуации. Ну и вот, собственно, проиграл он, наверное, в этом моменте. Выпад неточный и упал на настил. Ну а дальше в партере Султаналиев классно над своим оппонентом разобрался. И уже счет 3-2. В этом бою в первом раунде за 2 минуты и 3 секунды техническим нокаутом победу одержал Султаналиев Тимирлан! Приглашается. Ну, традиционно мы вышли поздравить победителей, памятные медали и подарки, фотографии. А мы ждем уже следующего поединка. Абдувахидов Джахангир против Конорбаева Улана. Если вы заметили, Улан уже появился в октагоне. Итак, соревнования весовой категории 61 килограмм. Справа от меня боец весовой категории 61 килограмм, его рост составляет 170 сантиметров. Команда «Мангус», тренер Тагизбаев Мансур. Команда «Узбекистан». Встречаем Абдувахидов Джахангир. Его соперник весовой категории 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Мастер спорта WF Pro Fight 14. Победитель WF Pro Fight 14. Мастер спорта по ММА. Тренер Бектенов Алтынбек. Команда M-Fighter. Майлсу. Ему 25 лет, встречан Конорбаев Улан. Середину бойцы. Затылок, обувь, позвоночник, пар. Команда слушает. Удачи, Леонид.
Ну что ж, друзья, смотрим. 6-й поединок вечера. Абдулвахидов Джахангир против Улана Конурбаева. Опять-таки в весовой категории до 61 килограмма. Джахангир сейчас справа, в зелено-белых трусах, напоминающих цветовую гамму узбекского флага. Кстати, очень скользко на октагоне. Вы видели, да, в этой ситуации, как скользят бойцы. Максут. Арипов Максут, Гурмаматулы Медербек. Даярдан тұрыңыз. Похоже, попался здесь Улан в захват. Но не самая критичная позиция. Да, должен вырвать здесь голову из-под рук оппонента. Ну вот, похоже, да, действительно из этой ситуации выходит и начинает молотить оппонента мощными ударами. Все прекрасно понял Абдулвахидов. И сейчас меняет позицию. Теперь он сам попался на захват, похоже. Интересно, отдал ли здесь голову? Нет. Руками держит оппонента за ногу. Вновь смена ситуации. Поднимается Абдулвахидов. Оба бойца уже в стойке. И будет интересно понаблюдать, как же отрабатывают стойки бойцы. Левый боковой от Улана. Не самый точный. Тем не менее, как я уже сказал, настил очень скользкий. И падает узбекский борец. В шикарной ситуации находится Улан Конурбаев. Да, ловит оппонента в захват. И должен додержать, должен додавить. Да, сдается. Сдается Абдулвахидов. За 2,5 минуты Улан Конурбаев побеждает своего оппонента. Ну и на радость местной публике залезает, собственно, на стенку. А вот эпизод, в котором все решилось. Об этом бою. В первом раунде за 2 минуты 35 секунд удушающим приемом победу одержал Конурбаев Улан! Поздравляем Улана Конурбаева с победой. И он делает счет 4-2 уже в таком неофициальном протоколе, который, собственно, ваш комментатор ведет в этой трансляции. 4 бойца из Кыргызстана победили, 2 спортсмена из Узбекистана одержали победу. В первых 2 боях буквально, затем 4 победы подряд от кыргызских бойцов. Пошли памятные фото. Ну а мы, собственно, переносимся уже непосредственно к следующему поединку. Предпоследний бой этого вечера. Нурмамат Уулу Медербек и Арипов Максут. Передает привет всем поклонникам АВЕФ ринг-анонсер Кайрат Мусаев. При поднятом настроении. Вечер близится к своему завершению. И лучшие бои остались, что называется, на сладкое. Нурмамат Уулу Медербек уже появился в октагоне. Ну и следом выходит Максут Арипов. Уважаемые зрители, болельщики
любители и профессионалы. Перед вами весовая категория 93 килограмм. Ваши бурные аплодисменты. Жалуатта негізілі жадиналар көп ұқсайды, қолчақ қоңғы. Қолчақ қоңыздар келіңіздер. Итак, справа от меня боец весовой категории 93. Его рост составляет 183 сантиметра. Чемпион Кыргызстана по боевому самбо 2015. Команда M-Fighter. Тренер Санжар. Итак, встречаем. Нурмамату Медербек! Его соперник слева от меня, весовой категории 93 килограмм. Его рост составляет 183 сантиметра. Мастер спорта по борьбе, чемпион Узбекистана по борьбе. Команда Мангус, тренер Тагизбаев Мансур. Команда Узбекистан на Манган, ему 26 лет, встречаем. Арифа Максу! Бойцы в середину. Бойцы рукопожатия. Удары запрещаются в затылок в область позвоночника. Пан, командовое слушаем. Удачи, бойцы. Содор. Ну и, собственно, переходим непосредственно к бою. 93 килограмма весовая категория. Бойцы в тяжелом весе. Вот такого мы еще сегодня не видели. Сразу же очень активно идет в атаку Медербек. Для тех, кто может спутать, Медербек в синих трусах, красных узбекский боец Максут Арипов. Ну и пошли разборки в партере. В тяжелом весе за этим наблюдать еще интереснее. Ну, а плюс к тому же оба бойца любят размениваться ударами, уколами в сторону друг друга. Пока в защитном гарде Нурмаматулу, но абсолютно ничего не позволяет делать он оппоненту. Да и сам Максут Арипов не особо старается. Да, действительно, видимо, в партере бойцы не самые излюбленное дело драться в партере. Ну а вот такой размен может привести к очень интересным последствиям. Хорошая попытка броска от Медербека. Теперь он сверху. И это шанс. Хороший удар. Арипов пытается защищаться, но мы видим, с каким невероятным напором действует Медербек. Нурмаматулу. Ох, высвободил для себя отличную позицию. Нельзя держаться за край. Да, нужно немножко выдохнуть. Впереди еще 2,5 минуты первого раунда. И я думаю, в этой ситуации разберется. Отлично открыл для себя возможность бить. И буквально под аккомпанемент собственного секунданта, который буквально в этом же углу находится. Ну, как будто бы специально, да, подвел к своему секунданту и начал разбираться. В глухой обороне находится Максут Арипов. Особо действий от него мы не видим. Пытается поднять ноги как можно выше, чтобы связать
оппонента за руку, но не получается, очень неудобно стоит. Хороший удар прошел, следом за ним второй, третий, и, похоже, пробивает все-таки оборону. Пробивает Медербек. Нельзя держаться за сетку, да, но это такая привычка, скорее, что ли, инстинктивно, ради удобства. Да, все-таки отодвинул от края и продолжает молотить. Очень много получал Махсуд. Тем не менее, не сдается. Да, держать за лицо нельзя. Ну и что в этой ситуации? Похоже, рефери оппонентов разводит. 40 секунд, первый раунд. Бойцы вновь в стойке. Определенно в первом раунде Нурмаматуллу смотрелся куда круче. Опять в клинче. И в очередной раз бросает именно Медербек оппонента. Он сверху. Последние 15 секунд первого раунда. Очень устали бойцы. Отдал все силы на атаку и Медербек Нурмаматуллу. Ну и Махсуд Арипов тоже старался защищаться. И, конечно, под таким давлением, под шквалом ударов находиться не очень-то приятно. Последние секунды первого раунда, да, мы помним, была пауза. Ну и вот, собственно, бой заканчивается. Не удалось разобраться соперникам друг с другом за первый раунд. Будет пауза минутная, затем бой продолжится. Давайте посмотрим самые красочные моменты. Это самый старт поединка. Да, скользят бойцы. Уже второй или третий бой подряд мы это замечаем. Но справедливости ради, стоит сказать, погода не настолько испортила общее впечатление, как это было, например, на турнире в поселке Арджар. Там дождь просто лил как из ведра. Тем не менее, удалось сделать укрытие, и вечер продолжился. Но от этого настил скользким быть не переставал. Здесь все-таки попроще. Стараются вовсю секунданты. Нужно максимально расслабить, размять и взбодрить своего бойца в перерыве. Тем более, что во втором раунде работать придется не меньше, я думаю. Ну, если кто-нибудь из бойцов не закончит досрочно. Бойцы в октагон. Второй раунд. Ну и второй раунд вашему вниманию. Нурмаматуллу Медербек против Махсута Арипова. Опять клинч. Ой, хорош. Отлично сейчас уронил оппонента Анастил Медербек и вновь в куда более удобной позиции находится. Полминуты прошло, уже завоевано какое-никакое преимущество, и в очередной раз садится очень удачно. Махсутов, памятуя о том, как это все было в первом раунде, пытался сразу же вырваться, но вырваться не удалось. И продолжает избивать оппонента Медербек. Подсказывает, что нужно коленями вязать руки. Но не так уж и удобно в этой ситуации.
В том смысле, что попытка может привести к потере этой самой позиции. Но потихоньку начинает Мидербек оппонента разматывать. 1,5 минуты прошло. А вот здесь хорошо. Трижды попал. И, похоже, вот этот удар был окончательным. На долю секунды Арипов даже потерялся. Тем не менее, старается держаться, но уже не так активно защищается. Буквально из последних сил. Очень неприятно. Однозначно по первым раундам Нурмаматуллу сильнее своего оппонента. Здесь недовольны секунданты, да, нужно было работать чуточку чаще. Остановился Нурмаматуллу. Поднимаются оппоненты в стойку, и бой продолжается. Но мы видим, как же устал Арипов и теряется, пропускает 2 удара, пытается войти в клинч. Даже бросал оппонента, но в итоге сам попадает в неловкую ситуацию. Опять Нурмаматуллу сверху. И мне кажется, это конечное. Да, продолжает бить и сдается. Сдается Махсуд Арипов. Не нашел он ключей от своего оппонента. Мидербек показал себя действительно бойцом с шикарным напором. Старался вовсю. Ну и очень-очень доволен. Да. Чемпион Кыргызской республики по самбо Нурмаматуллу Мидербек. Победу одержал Нурмаматуллу Мидербек! Ну и вот повтор неоднократных эпизодов с его участием. Мидербек сверху и начинает работать неистово над своим оппонентом. Вынесли памятный кубок, диплом, медаль, все как положено. Ну и официальный титул победителя WEF Pro Fight в Джалалабаде. Поздравляем его с этим. Ну и предоставили слово бойцу. Высказал он свои благодарственные речи. А мы двигаемся дальше. И следующий поединок, последний поединок этого выпуска. И, собственно, последний выпуск турнира WEF Pro Fight в городе Джалалабад. Заирбек Уулу Толкунбек против Исраилова Шерзода. Бой весовой категории до 71 килограмма. Появляется уже Заирбек Уулу. И сейчас должны мы дождаться бойца из Узбекистана. Заирбек Уулу 26 лет, сам он родом из Джалалабада, мастер спорта по самбо, довольно опытный. И при родных трибунах должен своих болельщиков, я думаю, порадовать.
А что касается Шерзода Исраилова, ему всего 21. Является представителем клуба «Ахмат», филиала клуба «Ахмат» в городе Ташкент. Сам кикбоксер, я думаю, любит работать именно в стойке. Слева от меня боец весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 180 сантиметров. Уроженец города Джалалабад. Команда Джалалабад, мастер спорта по боевому самбо, ему 26 лет. Встречаем Заирбеку Толхунбек! И его соперник справа от меня в красном углу. Боец весовой категории 71 килограмм, его рост составляет 175 сантиметров. Чемпион Узбекистана по кикбоксингу. Команда «Ахмат», тренер Кадыров Надыр, ему 21 лет. Встречаем Исраилов Шерзод! Бойцы в середину. Бойцы, рукопожатие. Удары запрещаются в затылок, в область позвоночника. Пах, шорту, сетку не хватает. Удачи обеим бойцам. В сторону. Первый раунд. Первый раунд последнего поединка вечера. Заирбек Улу Толхунбек против Шерзода Исраилова. Сейчас Толхунбек к нам спиной. Оба бойца в черных трусах. Вот справа это представитель Кыргызстана. Хороший захват поймал. Ну какой же красочный тейкдаун от Исраилова. А узбеки любят вот так побросать. В итоге все же Шерзод оказался внизу. Выпутался Заирбек Улу из этой ситуации. Ну, похоже, очень много сил потратили. Такая небольшая пауза у нас возникает. Пытаются отдышаться. Держат друг друга за шею, но мне кажется, у Заирбек Улу позиция получше. Наконец-то он обе свои руки совместил и начинает душить. Удастся ли? Переворачивает Шерзод. И в итоге оба бойца встают на ноги. Нельзя держаться за шорты. Все-таки в захвате Толхунбек Заирбек Улу продолжает душить. Продолжает. И что, додушит ли оппонента? Исраилов пока не сдается. Да, зря выпустил. Мне кажется, нужно было еще немножечко дождаться. Но Толхунбек не стал продолжать. Кстати, капа вылетела у узбекского бойца. Хорошо вышел из этой позиции Исраилов. И вот, наверное, впервые в первом раунде он находится в лучшей ситуации. Ловит на болевой. Браво! Да, красиво все исполнил. Был шанс у Толхунбека, когда стояли стоя, он душил. Нужно было додавить, нужно было. Но мы видим, что в партере Исраилов очень неплохо. Ну и вот этот прием, классический прием на руку, болевой. В первом раунде за 2 минуты 11 секунд болевым приемом на руку победу одержал Исраилов Шерзод! Вот, собственно, друзья, это был последний поединок вечера в Джалалабаде. Победу одержал узбекский боец Шерзод Исраилов. Собственно, весь турнир вы могли наблюдать на нашем телеканале. Не пропускайте записи
в ютубе ищите НТС Спорт, собственно, все бои, все, что было именно там, только ради вас. Ну и благодарственные слова от Кайрата Мусаева. До скорых встреч, друзья. Смотрите ВЕФ на телеканале НТС Спорт.